Я вот хочу спросить, а у нас МФЦ, вообще, он что, самостоятельная структура, он так на аутсорсинге у нас работает, да, он выполняет для нас соответствующие услуги. Он такая коммерческая лавка. Что это такое? Можешь спросить? Слушай, я поясню. Значит, МФЦ – это ведомство, которое находится под комитетом информатизации. Значит, и сегодня… Ну, так я спрашиваю, а почему за каждую квитанцию 5 рублей? Это что за элемент, условно говоря, выполнения своих функциональных обязанностей? Я давал поручение выяснить, может ли МФЦ оказывать услуги региональному оператору бесплатно. Ну, казалось бы, это логично. Должен оказывать эти услуги бесплатно. Потому что у него есть соответствующая статья расходов. Теперь скажите мне, пожалуйста, МФЦ – это такая специализированная структура, которая принципиально называется многофункциональный центр и выполняет запросы граждан, в том числе по соответствующим справкам, по соответствующим, так сказать, запросам и всего остального. Зачем на сегодняшний день фонд бегает по этому кругу? Можно спросить? У нас что, БТИ тоже там, извините за выражение, неподконтрольная структура? Когда мы с вами занимаемся вопросами, значит, оформления жилья, его продажи и так далее, куда мы идем? Мы должны идти в МФЦ. Сделали запрос, заполнили соответствующую справку, и больше нас ничего, голова не должна болеть. А они должны по своей, так сказать, функциональной, значит, способности с этими всеми организациями, так сказать, с службой по кадастру, с БТИ, со всеми другими, кто там в этом, значит, встроен в этой системе, они должны полностью все отработать. Точно так же предоставить информацию фонду, где, кто и когда. Вот и все. Вот и вся реальная любовь. Тогда фонд не будет тратить деньги непонятно на что. Тогда МФЦ будет выполнять свою функциональную обязанность. Тогда муниципалитеты будут давать, так сказать, верную и достоверную информацию в министерство, а министерство будет на основании этой информации соответствующим образом вместе с фондом планировать, так сказать, что и когда он будет делать. И не надо будет никого уговаривать. Не надо будет в суды ходить. Мы для чего все это создаем? Для того, чтобы облегчить работу, для того, чтобы жителям было понятно. Нет, начинаем какие-то квазисистемы придумывать. Значит, разберитесь, еще раз я говорю. И все, о чем я сказал, должно функционировать как часы. Фонд на эту ерунду денег тратить не должен. Фонд должен тратить деньги только на проведение ремонта. Все остальное должны обеспечить функциональные подразделения и структуры, которые созданы для этих целей. За счет их сметы расходов. Я надеюсь, это всем понятно? И закончите все эти финансовые свои штучки. Схемы, договоры, проводки. Значит, отразите в решении, которое сегодня мы с вами принимаем, всю эту схемотехнику, как должна работать система. Значит, до конца года актуализировать всю базу, сделать соответствующую информационную площадку, эти все данные положить в формирование соответствующих планов. Как я уже сказал, те, кто не попадает в систему капитального ремонта, но почему-то платили деньги, значит, деньги, которые возвратили соответствующие товарищи в фонд, должны быть возвращены населению. Значит, 1 декабря посмотрим, как у вас этот процесс реализуется. Значит, а 30 декабря окончательно поставим в этом вопросе точку. Сфункционируем ее в 2016 году. Договорились?